Үтө күннен көк экранның олар күндү көрөтчүлөр бит. Баргытын оруйду айкаллы көрсөбүт. Эһеге сакатлын таптыбын ден төрөбүт төрөт тылбытын сеңәрен өретен багалактырган Аллах берини көрөгөт. Бүгүнгү берини ытым Минутачы Нюргуяна. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык» и с вами я, Нюргуяна. Сегодня мы поговорим на тему «Основоположники якутской литературы», а также будем учить собирательные, числительные. Бүгін беге сақалы театретін түріттәбіт сүриятчылар дентемені көпсетекпет, оны тәңе қомур ақсанаты өретекпет. Основоположники якутской литературы. Поэт, прозаик, фольклорист, этнограф Алексей Елисеевич Кулаковский, Өксүкүлэ Халёксөй. Драматург, поэт, прозаик Анимпадис Иванович Сафронов Алампа. Прозаик, комедиограф Николай Денисович Неустроев. Дореволюционные якутские писатели в своей общественной деятельности ратовали за демократизацию жизни общества, просвещение родного народа, приобщение его к современной культуре и прогрессу. Первые якутские писатели сделали шаги к созданию литературы, в которой должен был заговорить о себе, своих мечтах и своих правах сам народ. То, что создано ими, вошло навечно в интеллектуальную сокровищницу родного народа. Алексей Елисеевич Кулаковский, Өксүкүлэ Халёксөй, один из основоположников якутской литературы, родился в 1877 году в Татинском Улусе. Самобытный талант Кулаковского опирался на устное народное творчество и русскую классическую литературу. Им созданы десятки стихотворений и поэм. В 1900 году написал стихотворение «Заклинание Баяная», считающееся первым произведением якутской письменной культуры. Сафронов Анимпадис Иванович Алампа, поэт, драматург и прозаик. Работал наборщиком типографии газеты «Якутский край». Сотрудничал затем в журналах «Саха-Сангата», «Голос Якута». Содействовал становлению якутской литературы. Талантливый якутский драматург и поэт. Знаток народного языка, быта и психологии. Мастер диалога и речевой характеристики персонажей. Его пьесы сыграли огромную роль в развитии национального театра. Николай Денисович Неустроев. Прозаик, комедиограф. Первый рассказ Николая Неустроева «Дикая жизнь» написан на русском языке в 1915 году. Он первым в якутской драматургии обратился к жанровой форме комедии. Его пьесы сыграли большую роль в зарождении якутского театрального искусства. Написал несколько рассказов, пронизанных лиризмом и мягким юмором. Сегодня в нашей передаче примут участие ученики 15-й школы Алина и Женя. Бүгінгі бері бітігер 15 өмірдәқ оскола үйернәтчілері Алина, онна Женя күттініліқтіра. Үті өкінен оғылар? Үті өкінен. Жара оғылар, кеме бітігер керді бет, аны білеген бейге саңатылар бұтын үйеретін сағылы қайын. Суруятчы. Суруятчы. Писатель. Сыл. Сыл. Год. Сас. Сас. Возраст. Ат. Ат. Название. Лирике. Лирике. Лирика. Кохон. 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 Стих. Кепсен. Кепсен. Рассказ. Революция. 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 Таптал. Таптал. Любовь. Алгыс. Алгыс. Благословление. Үле. Үле. Работа. Олор. 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 Орор. Жить. Төрөбүт. Төрөбүт. Родился. Өлбүт. Өлбүт. Умер. Атырар. Атырар. Знаменитый. Улу. Улу. Великий. Сана. Сана. Мысль. Молодцы.
Друзья, чтобы хорошо запомнить и укрепить наши знания, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Бүгін репетиторлар бітін әлсі жүгайдек өйдер тұғыттан мен тылжытым ден рубриканы көріғын. Суруятчы, писатель. Сыл – год. Саз – возраст. Теме – тема. Ад – название. Лирике – лирика. Кохон – стих. Кепсен – рассказ. Революция – революция. Таптал – любовь. Алгыс – благословление. Үле – работа. Олор – жить. Төрөбүт – родился. Өлбүт – умер. Атырар – знаменитый. Улу – великий. Сана – мысль. Ребята, кто ваш любимый писатель? Мой любимый писатель – это Александр Сергеевич Пушкин. А мой Чехов, он пишет интересные познавательные рассказы. А знаете писателей якутской литературы? Алексей Кулаковский, Платон Аюнский. Тимофей Егорович Сметанин. Ага, какие их произведения вы знаете? Произведение Кулаковского «Дары реки», «Сон шамана». Произведение Аюнского «Великий Кудангса», «Красный шаман». Тимофей Сметанин «Охотник Махалычен», «Куарагей», «Аланхо», «Куота», Егор Черин. Ага, прочитали? Да. Ага, какие произведения вы прочитали? Я читал «Красный шаман», и «Дары реки». Сейчас мы сделаем вот такое упражнение. Я вам дам фразеологизмы, а вы их должны переводить на русский язык. Ага, запишите у себя. Так. Искирбэх. Искирбэх. Килетчи көр. Килетчи көр. Кихи сирейін қарағын таба көрбөт. Кихи сирейін қарағын таба көрбөт. Есть? Ага. Кысоға кыланнаға. Кысоға кыланнаға. Так, перевод начинаем. Женя, начинай. Кильчи кёр, глядеть ничего не понимающим взглядом. Искирбэх – располагающий к себе, симпатичный, обаятельный. Кыс ого каланага, красавица, лучшая из девушек. Киги, сиреин, карагын, табак, орбот, стыдиться, стесняться, побаиваться. Молодцы, у вас получился отличный перевод. Ребята, вы уже знаете, что такое порядковые и количественные числительные. Сегодня мы познакомимся с собирательным числительным. Собирательное имя числительное на якутский язык переводится как «хомур ахсанат». Собирательное имя числительное обозначает количество предметов, понимаемое как совокупность. Отвечает на вопрос в основном «хагы» – в каком количестве. В якутском языке собирательные числительные имеют три разные формы, соответствующие их различному употреблению в речи. Образуются они при помощи аффикса «га», «ган», «гаях». Например, «беги алтыбыт», «нас шестеро», «эхиги бәхиягыт», «вас пятеро», «иккегом иккен юэрнеллер», «мои двое ребят учатся оба», «беги юэн агабыкбыт», «мы ели все трое», «иккен олу сюрбиттере», «оба очень обрадовались». Дорогие друзья, с той передачи мы начали учить якутские фразеологизмы и их перевод на русский язык. Күнді көрәтшілер, аспыт бериттен сағылан бейге сақалы сомағыда мұқтар нұтчылы тылбастырын өрден сағыла алпыт. Аспыт бериге бейге уан сомағыда мұғы өрепіп болақ бұтына бүгін өсі оны өретек бет.
Отчоға биге тылбыт бая сайды билейбит көрөбит кеңе. Көрсөғін Сандара Холбукатын. Добрый день! Друзья, давайте посмотрим, как переводятся якутские фразеологизмы на русский язык. Джаб-курдук. Небольшой, но аккуратный и изящный. Джабиногуй. Потемнеть лицом, помрачнеть, нахмуриться. Ибирдагаммат. Не показывать, не подавать вида. Иеттен төрюсыгыннях. В чем мать родила? Имерьекер. Смотреть ласкающе. Ис-иччите. Чрезмерно пузатый ребенок. Искирбахтик. Обаятельно, очаровательно, душевно. Көлөһүн балаһын алынна. Вспотеть, покрыться испариной. Көлөһүнө сарт түсті. Пот льет градом. Көнтөс бол. Стать несгибающимся в результате травмы, болезни. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. До скорой встречи! Манан бүгүнгү беребит түмүктенер, бүгүн биге кандык теманы кепсеттибите. Бүгін биги саха литературатын төрүтепит, сураячылар ДМТ-мини кепсетепит. Самый сөп, бүгүн биге саха литературатын төрүттәбит сураячылар ден теманы кепсеттибит. Уанна тугу өреттибите? Хомур Ахсан аты урытпит. Самый сөп, уанна Хомур Ахсан аты өреттибит. На этом наша передача подходит к концу. Сегодня мы поговорили на тему основоположники якутской литературы, а также учили собирательные, числительные. Тылы-сох, омук-сох, онон сахабы тылын қарыстыққа, сақалы ырастық саңырыққа. Народ күйе, көмөл күйе, анығысқы береге, көрсөк қадері.